Друзья, добрый день! Сегодня я решил вам показать нестареющую классику. Давно ее не было у нас на канале. Такой хороший полноценный обзор на Toyota Crown Majesta 180 кузов. Это у нас 2004-2007 год выпуска. Вот эти вот малышки выпускали в этот период времени. И они заслуживают действительно внимания, потому что машина крайне достойная. По сей день она не стареет. Не морально, по мне, и не по кузову. То есть дизайн у нее такой, что прям вызывает восхищенные взгляды. Хочется на ней ездить, хочется на нее смотреть, фотографировать ее, фотографироваться рядом, сидеть в ней, изучать качество материалов отделки. Все это делали японцы настолько хорошо, что просто конкуренции в таком классе за такие деньги, наверное, не найти. Серьезно. Nissan что может предложить у нас? Фуга. Но Фуга предыдущего поколения рядом не стоит. Nissan Президент, это тоже такой, немножечко не в ту сторону, это больше Цельсиору конкурент, но там реально нет смысла им тягаться, то есть Majesta все равно выиграет. Вот, давайте заглянем в салон, посмотрим водительское сиденье. Я вам покажу сегодня, что же у нас здесь такого есть интересного, какие функции. Обратите сразу внимание на шумоизоляцию, как тихо и качественно, аккуратно работает мотор. 4.3, кстати говоря, 280 сил. Кроме этого мотора никакой другой сюда не ставился. Такой же, как и на Цельсиоре мотор. Такой же, как и на следующей 200-й Маджесте. У нее тоже есть 4.3. И у следующей Маджесты есть 4.6 мотор. Он легендарный. Он не ломающийся. Он адекватно кушает бензин для своего объема, по мне, честно говоря. 4,3 литра, 280 сил. Он где-то от 10 до 18 литров. Трасса, город примерно потребляет этот мотор 95-го бензина. Посмотрите, как светлые тона. Вообще обращали внимание, да, что светлые тона салона, они делают машину более просторной, более такой веселый, приятный. Черные, конечно, они более дорогие, но когда салон светлый, чувствуется такой больший уют. Итак, начнем. Что мы имеем? Кнопка старт, кнопочка, которая пододвигает заднее сиденье. Знаете, вот такой момент, если пассажиры посидели, ушли и оставили сиденье отпрокинутые, скажем, назад, а вас это бесит сильно, и вы нажимаете эту кнопку, и спинки сидений подвигаются вперед. Крышечка бензобака, АФС отключаемый, то есть система стабилизации курсовой устойчивости отключается, машина будет вести себя агрессивнее гораздо. Зеркала, все просто, стеклоподъемники, память сидений 3 штуки, то есть на 3 водителей. Это у нас парктроники, то есть включаем, выключаем парктроники, машина начинает сигнализировать о том, что где-то рядом что-то есть. Вот мультируль, мы прекрасно знаем этот руль, красивый, качественный. И, кстати, вот эта Majesta очень удачная, кому-то повезло, посмотрите, ни одной практически трещинки, все прям в идеале, за исключением где-то вот тут я, вот здесь что-то чуть-чуть под дерево, вот эта накладочка разошлась, а так панель в идеале. Это человеку прям повезло. Такие варианты очень редко встречаются, но их все же можно найти. Кожа, дальше хочу сказать, на Маджестах она, очень такая приятная, дорогая, хотя, знаете, да, это кожа, да, это родная кожа. Нет, это чехлы. Ребята, это чехлы. Я вот чувствую подвох какой-то, да. Это чехлы. Кожа на Маджестах поинтересней. Настоящая кожа вот в Цельсиорах, в Маджестах, она такая хорошая, она такая качественная, упругая. И цвет имеет определенный характер, да. Здесь это чехлы стоят, видно. То есть и сразу меня вот эти вот дверные карты ввели в сомнение, то, что здесь кожа, потому что обычно такие стоят, когда тканевый салон. А теперь давайте переместимся назад. Итак, мы сзади. Давайте вот такой вот ракурс сделаем симпатичный. Посмотрите, как это по сиденью все смотрится. Конечно же, наверное, желтое вот это дерево, оно такое себе. Честно, по мне лично оно такое себе.
классно, когда черное, серое, какое-то такое металлическое. Но это все решается с помощью аквапринта. Взяли, наклеили накладочки, то есть все это поменяли. Хотя бы вот эту бороду, да, среднюю часть ее можно поменять, и будет топчик. Вот, подлокотник задний. Здесь не самый жирный, не самая максимальная комплектация, но это Type-C тоже. Есть Majesta Type-A, она немножечко победнее, есть Type-C. И она еще имеет подмодификации, так скажем. Так вот, это по сути максимальная комплектация, но не самая максимальная комплектация. Двигающиеся спинки задних сидений, то есть вот они, то, о чем я говорил. То, что водитель может спереди регулировать, да. Управление климатом, управление музыкой, ну и шторка, собственно, также можно ее поднимать и опускать. Машина поистине божественна. Здесь у нас подсветка салона для задних пассажиров, отдельный климат наверху получается, отдельный климат внизу. Реально, если покупать такую машину и думать о каких-либо конкурентах, то конкурентов здесь нет, честно. Просто, ну вот, вне конкуренции эта машина, не думайте, если хотите Majesta, всегда хотели, не бойтесь, это мотор 4.3, коробка, мотор, все в топчике здесь, все качественное, не ломучее, нет никаких у нее там болячек, проблем. Единственное, пневмо вопрос, но пневмо в крайнем случае, если она будет где-то подубитая, хотя, честно, я таких Majest не встречал. Цельсиоры, бывало, умирала пневма, но там, извините, машина 2000 года, и это нормально, все-таки машине 20 лет, уж, наверное, должна пневма умереть, да, там, когда пробег у нее огромный. Вот. А на форпосте есть такой сайт в интернете, все это можно заказать в крайнем случае, не ремкомплект, а контрактный комплект стоек, там, в районе, что-то, я не помню, сколько стоит, ну, типа 20 тысяч рублей, где-то так. Но это реально встречается крайне редко, поэтому думать о том, что эта машина будет сыпаться, ломаться у вас, как-то вызывать проблемы, негатив нет. Если вас устраивает расход бензина, пожалуйста, берите, потому что по качеству здесь вне конкуренции. Если взять на коже с люком, это будет совсем радость, праздник для всей семьи. И заглянем, давайте, наверное, в багажник, посмотрим, какой он огромный. Багажник здесь, правда, достойный. Так, у нас здесь была кнопочка, вот она. Кнопочка в интересном месте. Вот так мы ее нажимаем. Все. Открылся багажник. Причем, посмотрите, ребят, вот этого я не встречал. Вот этого я не встречал. Это что-то интересное. Я редко видел, чтобы багажник открывался. Ну здесь, я так понимаю, просто... да. Прикол в том, что здесь, видимо, очень просто мощные амортизаторы багажника, и поэтому он открылся сам. Никакой электроники здесь нет, да. Электроники тут нет. То есть, как бы, ну, механика, амортизатор и все. Ну, этот у нас, это, я так понимаю, шлейф для электроники. Да. Все. Багажник. Огромный багажник. Достаточно огромный, но он такой. Если вы не возите ничего, кроме чемоданов, это, кстати, воздушный фильтр. Если не возите ничего, кроме чемоданов, каких-то путешествий, там, шкафы, телевизоры не перевозите, то вам его достаточно будет, потому что загрузка, ну, вот такая вот сверхом. То есть он не такой, вот, знаете, что здесь начинается, хрен что положишь, а он такой достаточно объемный. Да, ну, средний, можно сказать, багажник. Все, закрываем. Он, кстати, с автодоводчиком. То есть его не обязательно стукать, то есть он сам закрывается. Вот такой вот интересный обзорчик был на Majesta, на нестареющую классику.